Жизнь не стоит на месте. Все меняется и переходит в новые состояния. То, что было раньше, уже никогда не вернуть. Что было важно и значимо когда-то, сейчас может вызвать слабый интерес. Как говорили древние греки, дважды в одну реку не войдешь. Не менее тавана марзем, не менее ялиш пускиль, не менее камда булзан боригунда, унчен кинемей бурныча, лишу башкарда теплензе бурныча, не менее тавана марзем. Не менее. Есть вещи, которые мы хотим сохранить и передать будущим поколениям. В мире насчитывается около 6000 живых языков, из которых около 80% находятся под угрозой исчезновения. Сохранить языковое разнообразие важно, так как каждый язык является уникальным носителем частички истории всего человечества. В разных местах мира свой климат и различные исторические условия. Они влияют на формирование самобытных и уникальных культур, не похожих друг на друга. Нет ни одного языка, который в полной мере обладал бы всем потенциалом мышления об окружающем мире. В этом ценность всех региональных языков. Гибель одного из них – это безвозвратная потеря для всего человечества. Есть регион и народ в центре России, который, несмотря на модернизационные процессы в стране и мире, сохранил свое ярко выраженное традиционное мышление, свое восприятие мира. Дар предков. Что мы переняли от них? Сохраняем и приумножаем ли мы его? Наследие. Я его не знаю. А родители ваши, дедушки, бабушки знают чувашский язык? Да, знают. Керемет – это священное дерево у чувашей, около которого нельзя было даже лишний раз проходить, ругаться. Мы переехали сюда с Ростова-на-Дону, но я знаю хорошо чувашский язык. Ну, потому что у меня мама чувашка, поэтому мне кажется, что я должна чтить ее, как бы, ее народ. Чувашская культура – это… я не знаю. Как они проходят, интересно? Да, интересно, там рассказывают, как, что у нас есть в городе вообще, про церкви, монастыри. По полному ходу так вот я не смогу ответить. Ну, интересно изучать, правда, не очень понятно, потому что в переводе на русский язык это, как-то, может, нелогично даже что-то звучит. Чувашский язык, конечно, знаком, да. Нет, к сожалению, я не умею разговаривать на чувашском. Какие были у нас предки, рассказывают?
Бывают чувашские праздники. Мы видим красивые костюмы девушек. Они нам очень нравятся. Они с разными красивыми чувашскими узорами. Я про это ничего не знаю точно. У нас Яковлев был. Иван Яковлев. Константин Иванов написал на РСП. Ну да, у нас есть предмет чувашская литература, который мы изучаем на русском языке. Вы живете в Чувашии, не знаете чувашские традиции? Нет, не знаю. Национальные костюмы Чуваши отличались от того, верховые, низовые или средние. Ой, я тебе. Салам ладов. Свои корни, что ли, как-то забывать точно нельзя. Что мы теряем? Что-то важное. То, что живет в нашей душе. То есть самих себя. Такое ощущение, что твой язык исчезает в начальных стадиях и даже долго времени это не происходит. В мире исчезают языки просто потому, что люди, определенное количество людей, они билингвы и могут выбрать один язык или другой. Но известен тот факт, что билингвы, они более способны в изучении языков. И даже тот проект, который мы здесь осуществляли, говорит о том, что те дети, которые изучают чувашский язык, то есть одновременно 2 языка получается с 1 класса, их результаты по английскому языку лучше. Всегда есть такая уверенность, что это с нами не происходит. В определенном этапе это уже неизбежно. Но постепенно уменьшает, в каждой переписи население уменьшается, но тем не менее 1 миллион говорящих через 100 лет точно будут говорящих на чувашском языке. Не менее, ялиш пускиль, не менее, ялуяв не хадаленьме, кундасын жерикен, крыльцы недерслерга, не менее, ялуяв не хадаленьме, ялан бурнмашыга, бурбулсан духашех, кунда шарадырать паян. Эх, миле чаплы журт полный век, миле чаплы журт. Шель, бурнмаща. Что это такое? Язык. Язык – это система словесного выражения мыслей, обладающая определенным звуковым и грамматическим строем, служащий средством общения людей. Язык является живым, пока им пользуются. Если одно поколение людей перестает передавать язык следующему поколению, то он умирает. В исчезновении языков нет ничего нового и необычного. Они всегда умирали, сменяя друг друга. Трудно сказать, сколько языков в мире уже навсегда пропало. На международном уровне говорят, учи английский, как бы на подсознании все это работает, ты чувствуешь, что ты теряешь что-то свое. И вот это, чтобы сохранить что-то свое, для меня чувашский язык является некой такой стабильной и прочной опорой. Это я. Это мои предки. Это моя земля, где этот язык использовался, где этот язык пользуется. Это говорят специалисты. Знание истории родного языка – вот оплот самосознания.
Чувашский язык относится к тюркской языковой системе, наряду с турецким, азербайджанским, татарским и казахским языками. Принято считать, что тюркский язык возник в первом тысячелетии до нашей эры, когда появились первые племена, относящиеся к этой группе. Но, как показывают современные исследования, сам язык возник намного раньше. Существует мнение, что тюркский язык произошел от некого проязыка, на котором говорили все жители Евразии, как в легендарной Вавилонской башне. Ол пинжер жул пухынны пуянлық. Чуваш чилхин эйлес болзан, мен жүхлігунда берін. Хожандан ба, пирін ері ченхи, тақшан, калы бір Китай зімбе, күршілі болын емілі білет бір. Китай чилхин пирін чилхине көйне сымақсым. Үтті дөрік чилхизінде шуық сымақсым бұр. Пирін гына чуваш чилхинде. Чуваш чилхине шивық фонетика дележінден, білдерізі дележінден, дадағыт бибалызымбе чуваш чилхине шивық пинде білкшір сымақ. Монгол жильгизензе. Ну, скажем, слово «чон» — это китайского происхождения. Слова из персидского языка. Оста, ташман, туз. Слова из арабского языка. Вот, скажем, слово «хула» — город — это арабского происхождения. Кунда паллах татсабаманы доземпиден умаймен жіндезесін калы бір Индо-Европа халық езен историне, везен чілгі историне, тақшандан бақ бөдімтін жетіп жет пулінде, паянгунчінде Индо-Европа халық езен теп шыржыве, прародины дегенні кіштабуңныне, твады білік шырдық дардаш. Чувашский язык, он, я скажу так, что для научных исследований он как никогда актуален. В течение тысячелетий многие языки мира трансформировались, особенно в Европе и Азии, где происходило бурное смешение различных культур. Тюркские языки же, в силу того, что жили на широком географическом пространстве без существенного влияния других народов, во многом сохранили свою первооснову, заимствуя отдельные слова от соседей. Влиянию подвергались не только слова, но и музыка. Вот когда чувашский фольклор изучаешь, конечно, имеет какие-то очень глубоко архаичные формы, но и, с другой стороны, там высокое совершенство в самой системе. Ondan da malarak pinde dokuzur ikkimiz oldu. Haşmar interesine kalazabana bul. Unhışın bir numaya ikkinille bir kalanza jürerimir. Pirin münazat dizem, taşta pirin eritçenihi perremis pinjullıkra halihi Mongoli teritoriyince tada ondan kındırarak Gobi Puşkirince kındırıyınca Kitay Respublikin Şurjır rayonu zence burunna. Она выросла циркумгабийский регион, да еме булать. Чувашла вода сразу дебер. Выросла внутренняя Азия. Ди егезене археолог сем чул куринкезен культуребе, выросла культура плеточных могил деше, шехандарася, шунзене, хвельдугу шеберди, скиф шебер культуребе е карасук культуребе жығындарайсы. Археология дележінден, челге дележінден бұқсасын ди сем терекле қалашны, бұл гус ұшқынне кереген терек челгезене шывық челге бұлны, шунзем Индо-Иран челгезембе, е қайрақпая хевелдуғыш Иран челгезембе қалашны. Шуржыр Китая пырса кене Жунзем терек чилгебе қалажаган халық зем хушинже саланза бетнеде везем терекле қалашма тыдынны. Индо-Европа чилгезенже яныравлы зы сазы шуп пирги везем терекле вренне жухне, терек чилгинчи зы сазы вырынне ыр қалама дедынны. Вот шавындан вара чуваш чилгине шивых терек чилгин диалектчы, она ебір огур диалектче детпер, огур чилги пулзагает. Огур жилги вал чуваш чилгин авалги манаслашы шупланат. Огур жилгинжен пулгар жилги, чуваш жилги ергелен загайн, адалан загайн. И аламдаизм — это использование звука «л» вместо звука «ш», общетюркского звука. Да? Тюркская «кыш», в чувашском «хель», зима.
И вот именно вот эти вот древние черты, они указывают на древнее состояние чувашского языка. Халхим эберплеген монгол селхиер гелензегайны пиндебилик шерсмахшав монгола духна тада егесенчен яугур егесенчен упронза югнасмахсем. Урухла галазан эбер шав пиндебилик шерсмахурлы хамырын пайги смахсем ол вахатра менлере елден не билме улдарат бар. Вот вагарсамах ойлакчарлык себе жигынная балаунда өзüm үхер деши. Монголзем р саза калашы терексем тударсем үгіс дейші сағысымақақ. Венгерзем өкер дейші тоже передельный самахне. Носители агурской языковой ветви вошли в состав народов, получивших название хуну в Центральной Азии. Держава хуну с V века до нашей эры контактировала с Китайской империей, периодически ведя с ней войну. Именно для защиты от хуну китайцы построили Великую Китайскую стену. После победы Китая и распада державы в I веке нашей эры западные хуны ушли в Восточную Европу, где их позже стали именовать как гунны. Восточные агузы продолжили свое кочевье в среднеазиатских степях. Впоследствии они разделились на ряд различных языковых групп – якутская, халадажская, южносибирская, агузская, карлукская, кыпчакская и других. Ближайшие тюркские соседи Чувашии, татары, башкиры, казахи, нагаи относятся к кыпчакской языковой группе. В начале нашей эры началось массовое переселение агуроязычных народов из Центральной Азии на запад. Под разными именами они зафиксированы в источниках – гунны, болгары, хазары. Гунны, по сообщениям европейских источников, вихрем прошлись по народам Европы. В V веке царем гуннов Аттилой при помощи союзников на территории современной Франции, Германии, Северной Италии была образована гуннская держава, наложившая дань на саму Римскую империю. Сумнузем бурзагеня вахатра хион халыхи бурынна везенетлара хионит семдеші. Хионит сенжен павлара хизем везем эфталит сем, тогда кидарит сем. Эфталит сене эфтал ватшая тебе эфталит сем дейна, кидарит сене кидар ватшая тебе кидарит сем дейна. Тип яже везен хион буна. Она инди источники зенже, шири источники зенже, Ермень, Византий источники зенже, жавамбек ширзагуна. Грексем, Византий источники зенже, везене хун тезе палвадавайся. Вот шавандан Европари гунзен яже дугай. Азири гунзен яже беле, Европари гунзен яже шиханман, анжахта халахи шиханма. Бичом Божьим называли Аттилу европейские хроники. Европейские хронисты того времени ставили его в один ряд с Александром Македонским и Юлием Цезарем. В знаменитой компьютерной игре «Цивилизация 5» в числе великих полководцев мира присутствует и Аттила, который говорит на чувашском языке. Чук. Ялахи пекех тумалала. Манан кунба келешмелемар. После смерти Аттилы держава распалась и рассыпалась по разным территориям Европы. По утверждению историка Льва Гумилева, часть гуннов переселилась в Среднее Поволжье и заложили основы для формирования чувашской народности. На территории Северного Кавказа и Причерноморья агуроязычные племена в VII веке вошли в историю как болгары, где создали государство Великая Болгария. Оно просуществовало недолго, распавшись под ударами родственного им агуроязычного народа хазар. Часть серебряных болгар в VII-VIII веках вместе с племенами сувар поэтапно переселилась в Среднее Поволжье. Здесь было создано государство Волжская Болгария, а сувары влились в волжско-болгарский этнос. Для изучения истории чувашского языка, конечно, нам помогают волжско-болгарские эпитафии. Эти эпитафии можно прочитать только на основе чувашского языка, то есть их невозможно расшифровать на основе стандартного тюркского языка. Сами же хазары имели свое государство до X века. Хазарские элементы также присутствуют в чувашской культуре и языке. Все-таки булгары, сувары
вот эти племена принесли и систему, эти звуковую, пентатонную. Историей чувашского языка очень активно интересовались всегда венгерские ученые. Именно потому, что чувашский язык проливает свет на историю венгерского языка. Если у венгров они однозначно определили, что вот этот пласт связан с булгарским до IX века, это означает, когда мы смотрим на этот пласт у венгров, мы видим отражение нашей культуры до IX века. То есть эта культура не в IX веке чувашская, ну вот чувашского типа, скажем, появилась, а она уже влияла на них 300 лет. А если она влияла, она уже такая была прочная, что за ней еще там 1000 лет стоит. Барток и Кодай сказали, древнейший крестьянский пласт, забытый музыкантами венгров, он тоже пентатонический. То есть они раскопали вот в фольклорных материалах, они исследовали много. Исторически сложилось так, что Среднее Поволжье находилось в стороне от столкновения цивилизаций, когда в ходе долгой борьбы начисто стирались народы и культуры. Беспощадные завоеватели, монголо-татары и войска Тамерлана здесь прошлись только в XIII-XIV веках, а остальное время регион славился своей мультиязычной толерантностью. Это отразилось и в языке чувашей. В нем сохранились древнейшие пласты языковых форм с древнейших времен. И именно по их вот фонетическому облику видно, что это слова пришли именно из предка чувашского языка, а не из других тюркских языков. Но я могу для примера привести вот слово, венгерское слово «сель», что означает «ветер». Оно напоминает чувашское «щиль», да, и явно чувашского происхождения, потому что в других тюркских языках это слово звучит как «ель». В том же турецком языке, например, да, «ель». Калабар үтті дерекчіл кеземізем бір ұшқынра, калабарында Кыпчак, Огуз тілгейлі қалықсем, өзем бір-біріне онланашы де, өзем нумай, шал тілгебе қалашағанзем. Манжақ чуваш тілгебе, она тепчевжезем, Огур Пулхар тілгезем деші. Ол тілгебе қалашаған қалықсен жен, Пулхар, Хазар болна, авалғы қалықсен жен, бір чуваш қына тұрзай олна. Шанбада чуваш тілгін білдеріші дадақта темеже худ үзел. Чувашский язык считается современной формой болгарского языка и единственным сохранившимся живым агурской ветви. Остальные языки этой группы, гунский, болгарский и хазарский, являются мертвыми и известны только по немногочисленным эпитафиям в исторических источниках. Поэтому чувашский язык представляет большой интерес для лингвистов, занимающихся изучением появления и развития языков не только агурской группы или тюркских языков, но и для изучения древнейшего праязыка народов Евразии. Ну, собственно, Гумилев ведь то же самое пишет, что чуваши сложились до самих древних тюрков, когда еще их не было. Но это же где-то 1-2 века до новой эры считается. И это совпадает с наблюдениями. Гытларах шаг халық сымақлығын же үгерін же юлына берін историялі халапсем, илемлік туеме юрызем, мілі царене хускадашы, кушулгалар тарашы ол юрызем. Онда чуваш пурна же онда. Если в IX веке мы венгры уходят на Паннонию вот туда, в Европу, в IX веке, уже унося отсюда вот эти заимствованные пласты культуры, это означает до этого, ну, по крайней мере, там, 500 лет, а может, 1000 лет. А если хунну взять, то 11 век до новой эры, там уже 2000 лет. И еще до того, 1500-2000 лет этой культуре пентатонной, которую чуваши носили, носят и будут носить, пока живы. Это в сердце, вот эта музыка, интонирование. Оно же не осмысливается логически. Вот мы будем на 5 звуках петь. Нет, оно вот живет, и это природа наша. Калабар, чувашных шанда, вот у явра юрлана юрра, урах вагдра юрлама юраман. Туира юрлана юрра, урах вагдра юрлама юраман. Глаза разбегаются. Какие ритмы? Я все эти 620 песен на карточке себе расписал. Ну, иначе не поймешь, где похожие, где не похожие.
и увидел чудесную систему. Оказывается, там все упорядочено. Кашны юрын, кашнын хойын бұғыжы, елан хойын бұғыжы болна. Здесь до 5 надо считать, здесь до 3, здесь до 2, а там до 4, и все в одной мелодии. То есть набор, казалось бы, вообще какой-то, но он не хаотичный, там вся эта система в одной мелодии. Пищ, пищ, палан, пищ, палан, пищ, пищ, палан, пищ, палан, сана, пищ, белард, на ведь. Тут 3, а везде на 2-4 идет. Пищ, пищ, палан, пищ, палан, пищ, пищ, палан, пищ, палан, сана, пищ, белард, на ведь, ямагана, чулемекпен. Видите, чувашская система, она подтверждается огромным материалом. Смотрите, где вот это. И такие схемы были разработаны и древними греками, ведь теория метрики греческой, там много источников. Аристоксен писал, и не только. Это достояние народа, являющееся ценностью мировой цивилизации. В мире, России, в Поволжье в настоящее время происходят глобальные перемены. Конкурируют различные мировоззренческие системы, и не все они настроены на созидательную волну. Оттого такую ценность представляет уникальное духовное наследие Чувашии и народов Поволжья. Оно находится в тени истории, и его еще нужно постигнуть. Для многих несомненно, что будущее человечества – это многоцветие. Язык – это матрица, которая соединяет прошлое и будущее, предков и наследников, духовный и материальный мир, дает краски и оттенки в палитре различных народов и культур мира. Кочевар, каласа барха переменли пули. Биринчилге, чувашчилге, был пирин пуянлых, был сире, был аттианечилги, кугаш кугамчилги, азати азанезенчилги, она сиринде пельмелле, вренмелле. Эзир чувашла калашма брахсан, курна гиле пирин чувашчилги шугалма булдарат, ведь шамбада яланах шакчилгебе интересленер, хамырчилгебе калашма вренер. Вара эзир матпурсем буладыр. Тебір жүхне қалаш, шелгене білмеймін дұмы келуіт. 90 худшын балли ябала жешмаршке. Челген теп солдаве бұр. Челге шинна давад.
Ты никого не удивишь сейчас знанием английского языка, скажем так. Это таких людей очень много вообще, которые знают английский язык, могут о нем говорить, читать, там, писать и так далее. А вот такой редкий язык, как чувашский, его знать, это уже само по себе какое-то такое, качество. Эзепур теген шугышпа, ебанадап, эсса сарджухне, тенхертмезер лапкан чудаба, жна прочапла керенне, эпитнывал эшмар смахмар менгавал. Он придержишь тепле, эзепур сахалмарда акалар, нумаяхта скемар темелле. Но мажор по перенечек перен поэт сенжень, палаханде пур, шемек тенже шаенджи поэт сембур. Но узем мажор по ящиче, Калбар Константин Иванов, сеть племеши, Метаваслея, Манате, Эльгер, Шелеби, Айги, Геннадий, Сиди поэтран, но перегана, потом тенже шайбенди на плечи, Геннадий Айги. Но анжах он вырос по зенже, выросла черносов зенже, а в чвашлах тегени, чвашлах туйма тегени на зензах трань. Бада мажор по, она выросла в Лаганзем, но подембех, сямбек, Сибах туймача, ланмача был мала, между тем, да пидич ваш я была зимбур, но взем экзотика шаенджемар, а пидер шалда, шамек пидер тарн, шамек мензем архетипсом тейбер. Унан чуваш лаги вырос в зенджидебур, анжак чуваш по зенджиде, но ходи еверле саза палахде, но вырос по зенже он бек саза полман, пурде шамек калайшунда, шамбада пидер казакланайши. Шак сюда тентере пиди вейловый зембур. Сывлаш, шил, тогда вот, сывлаш шильдывал булза. Педим хуралды занеши мерзе вештерзагай мабулдарать. Шив вара, педим бех пударза, юхтарзагай мабулдарать. Вутран вара ниминде юлмас, кельгана дарза юлать. Шалын бада, вада, азати азанезем, кугаш кугамзем, кашни вуд тивертме серень. Вот туррине азын мазыр, вот тивертмень. Эй, турашы, турамыш, тада ажизем, хавар хвада, ял хула, улық шаран, варманшине ан ярыр. Хавар хвада, перекирліші декін апарыр. Ширлахыр, кажарыр, тените, вот тивертме. В чем ценность чувашской культуры и языка сегодня? Может ли он в современном глобализирующемся мире дать что-то российской и мировой культуре? Ну вот, и это самое главное, потому что если мы не хотим там, увидеть свой язык там, лет через 50 уже окончательно мертвым, то просто надо его все время использовать в разных ситуациях. И в современных всяких этих информационных технологиях там есть какие-то сайты чувашские, но их очень мало вообще. Ну и такую, чтобы была такая живая среда для этого языка. Пусть он будет такой немножко не совсем правильный чувашский язык, не такой там, не по строгим таким правилам грамматики выстроен, но все равно он должен как-то жить вообще, приспосабливаться. Я пришла к выводу, что не нужно искать где-то в каких-то современных трафаретах и в культурах других народов, которые на сегодняшний день более перспективны. Мне бы хотелось заглянуть опять в наше древнее наследие и в этот легендарный чувашский гимн чувашского народа Агисуги. Вот, на мой взгляд, все, что нужно современному чувашу, есть там. Задача – сохранить чувашскую женщину. Потому что женщина передает ребенку язык и традиции. Мужчина, он однозадачен. К примеру, взял копье и пошел на мамонта, он в этот момент ни о чем другом больше думать не может.
А женщина, она остается с ребенком. И до 3 лет ребенок вообще не видит разницы между собой и миром, да, то есть он думает, что мама и он – это одно и то же. Сейчас какая ситуация? Чувашская женщина, она не чувствует опоры в чувашском языке и в чувашских каких-то традициях, в чувашском обществе. То есть она не видит ценности чувашского языка для своего ребенка. И что она делает? Она общается с ним просто на русском языке, потому что чувашский язык, она как думает, для выживания ее ребенка не нужен. Если мы говорим о ценности, о необходимости изучения чувашского языка, как правильно в последнее время все больше и больше об этом говорят, это ценность двуязычия. Развивает и мышление, развивает и логику, помогает в развитии лингвистических способностей не только в плане национального языка, но и для изучения иностранных языков. Да? То, что меня больше впечатляет, и это самое важное, которое нам нужно это иметь в виду, это ситуация в городе. Потому что в городе живут половина чувашского населения. И в городе практически никому не передает чувашский язык. Эта семья, которые говорят больше всего на чувашском языке в городах, это меньше, чем 1%. Каждый язык в мире уникален. Это определенный культурный код. Это код, который люди, с помощью которого видят, понимают окружающий мир. Это способ их мышления. Это многослойная матрица, в которую впитался опыт столетий и даже тысячелетий. И чтобы понимать этот народ, который здесь проживает, и вместе с тем, если мы хотим, чтобы к нам хорошо относились те люди, с кем мы живем, знать их язык хотя бы на уровне минимального понимания действительно очень важно. Анализируя происходящие вещи, я могу с уверенностью сказать, что мы можем сохранить чувашский язык только тогда, когда вернем чувашской женщине гордость за свои корни. И если утратить свой родной язык, то есть если у нас чувашский язык погибнет, то мы утратим свой вот этот образ мышления, мировоззрения, миропонимания и будем смотреть на окружающий мир чужими глазами. А мир потеряет такую древнюю культуру и обеднеет от этого. Вот за прошлый день пушлаза, ялнах челегежин. Вот челеге истории, чуваш челегин истории пиде хайне верли пиде каткас. Хайне темек уйрен траган челеге. Ну, паллахумбек наркашничен, хайн тван челеге берге калма булдарай, сол пирин челеге челайхи, чи ядравла, чи хитре, чи лемля челеге тезен. Ну, пирин чинахта был такого объективла факт, пирин вот чувашин чуваш челехини ларудараби, и ты челехзем кушине хане уйрам пиде, хане верли. Челеге был, хане верли кебер был, сигандарать был, терли вот, кunda адылба урал таргенже, продаган халксыне, ну майш неде был, сямек был, хане верли сиганубек был задрать, чуваш челеги, мажутпа. Кажир сигареде, квакшуда гильче, ага хевель духать. Педем тенче воронать, паян не мейр термелле. Хевель пересовать, не менее их равлать. Не менее, не менее. На Марсем не менее,
ешта поскиль не менее. Та-тахта полинь не менее. Паяна пирене ял уявне хадерленме тухмалла. Эх, паян тухмалла. Пуринде, пурин тухмалла.